В эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Первая партия вакцины для профилактики коронавируса прибыла в Алекминский район. Суровая зима сказалась на работе котельных. Наш корреспондент расскажет о нелегком труде мегино-кангаласских кочегаров и операторов. Известный кинорежиссер Дмитрий Давыдов приступил к съемкам очередного фильма у себя на родине. По информации оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе коронавирус выявили у 122 якутян. Из них в Якутске заболели 40 человек. Мирнинский – лидер по новым случаям среди районов. Там зафиксировали 30 заболевших. По 11 случаев в Алданском и Нерюнгринском районах, 6 в Усть-Алданском, по 5 в Мегино-Кангаласском и Татинском. Еще в 8 районах выявили от 1 до 4 заболевших. Также в республику поступило более 27 тысяч доз вакцины для профилактики COVID-19. Получили первую вакцину 13 тысяч человек, в том числе за сутки 2300 людей. В поликлиниках отмечают большое количество желающих получить вакцину от коронавируса. Перед прививкой с каждым проводят экспресс-беседу. И врачи обязательно должны получить от жителей Якутии письменное согласие на получение прививки. По сообщению оперштаба, на сегодня вакцины обеспечены 26 районов Якутии. Медработники также сообщают, что абсолютными противопоказаниями против прививки являются беременность и кормление грудью. С осторожностью нужно подойти к процедуре людям с аутоиммунными, онкологическими и обострением хронических заболеваний. Немного подождать придется и уже переболевшим коронавирусом. Антитела продержатся в крови полгода. После этого нужно пройти обследование. На сегодняшний день у нас привито около 1000 граждан. Запись предварительная проводится по номерам колл-центра. И далее, оператор колл-центра, медрегистраторы сразу записывают к врачу в программе ТММИС в расписании на определенное время. У нас работает 2 смены, 4 бригады. Это прием в поликлинике с 8 часов до 18 вечера. В Алекминский район прибыла первая партия вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК в количестве 100 штук. О том, как прививочная кампания проходит там, расскажет наш корреспондент Елена Фаст. Сегодня, проделав длинный путь, в Алекминский район прибыла первая партия вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК в количестве 100 штук. Пришло 100 доз вакцины. То есть это вакцина на 100 человек, скажем, потому что первая доза и сразу пришла вторая доза. Проверив соблюдение всех параметров, Центральная районная больница в этот же день начала вакцинацию. Первым вакцинируемым стала Любовь Автономовна Кивсаева. Перед вакцинацией необходимо соблюсти определенные требования, в том числе осмотр врача-терапевта и заполнение бланка согласия. По словам Любовь Автономовны, в первые минуты дискомфорта она не отметила. Никаких ощущений, ни болезненных, ничего не почувствовала. Все нормально. Буквально в ближайшее время Вероника Афанасьевна зайдет работать в красную зону, поэтому решение о вакцинации приняла сразу. Кроме того, сыграл свою роль и пример. И я с июля до сентября месяца работала в ковидном отделении. Знали, что это? Знаю, видела больных, как болеют, как выздоравливают, как протекает. И, во-первых, примером стал Асен Сергеевич Николаев. Он такую же прививку получил. Первыми, кто получит вакцину, станут работники медицины и образования. На сегодня список составлен у ряда организаций. И есть и желающие, которые уже давно узнают о поступлении вакцины и желающие ее получить. Народ уже названивает, они хотят уже в очереди записаться и подходить. Потому что сейчас вакцина потихоньку поступает. Вот сегодня мы получили на 100 человек вакцины. Значит, первый и второй – это 200 доз пришло. И вот как пришло сегодня, и сегодня же начинаем уже вакцинировать. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
В этом году реки в Якутии вскроются в сроки, близкие к средним многолетним датам. Также прогнозируются заторы льда на реке Лени в Ленском, Намском, Кобяйском районах и пригороде Якутска, на реке Алдан в Усть-Алданском районе и на реке Колыме. Об этом сообщили сегодня на научно-техническом совете по подготовке к паводку Ленского бассейнового водного управления. В совете заявили, что толщина льда больше на 10-40 сантиметров, чем годом ранее. Больше во многих районах и снежный покров. Кое-где разницы могут составлять 2 раза. Власти Якутии проведут мероприятия комплексного развития в 28 селах в 2021 году. На работы направят более 40 миллионов рублей. В различных селах обустроят площадки накопления твердых коммунальных отходов, спортплощадки, уличное освещение, ливневые стоки, отремонтируют улицы и памятники. В арктических районах также проведут работы. Например, в Верхоянском районе обустроят уличный спортивный комплекс. В 2 селах Оленёкского района создадут площадки накопления ТКО и стенд. Ранее в региональном Минсельхозе сообщали, что в 2020 году работы в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» прошли в 147 селах. На эти цели было выделено свыше 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Радостное событие отметили в селе Солбанцы Намского района, где в один день открылись сразу 2 новых объекта. Это самый отдаленный и труднодоступный населенный пункт. Новый спортивный зал построен в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке. Также благодаря нацпроекту здравоохранения теперь у сельчан появился светлый, теплый медпункт, отвечающий всем санитарным нормам, укомплектованный необходимыми инструментами и оборудованием, а также квалифицированным медицинским специалистом. Имеется процедурный кабинет, смотровая, прививочный, ну и технические помещения. Также в фельдшерско-акушерском пункте он оборудован необходимым минимальным медицинским оборудованием согласно порядков оказания медицинской помощи и стандартов. Министерством здравоохранения было выделено дополнительно на оснащение сумма на 1 миллион рублей. И вот благодаря этому мы полностью оснастили всем необходимым данный ФАП. В эти дни рабочая группа во главе с гендиректором Якутскэнерго Алексеем Стручковым работает в Вилюйской группе районов. Они выехали с целью проверки состояния энергетических и производственных объектов и рассмотрения вопросов надежности и охраны труда. В Верхневилюйском районе осмотрели электрические сети, линии электропередач, подстанции, осмотрели гаражи со спецтехникой, побеседовали с персоналом. После осмотра объектов прошло производственное совещание с участием главы района. На нем обсудили вопросы выполнения ремонтной программы, а также энергообеспечения вновь строящихся объектов в связи с проведением СХ «Аланхов» в 2022 году на Верхневилюйской земле. Это связано прежде всего с удовлетворением всех заявок, которые поступают в Якутскэнерго и западные электрические сети в части технологического присоединения. Это связано с энергоснабжением строящихся социальных объектов на территории Вилюйской группы УЛСов. Ну и, конечно, крупные мероприятия республиканского значения. Например, вот на территории Верхневилюйского УЛСа в 2022 году пройдет СХ «Аланхов». И, конечно же, тоже существует необходимость строительства новых линий электропередач для энергоснабжения строящихся объектов к этому большому мероприятию. Суровая зима сказалась на работе котельных. Мегино-кангаласские кочегары и операторы говорят, что не припомнят, когда еще сталкивались с подобными перепадами. Об их работе расскажет наш корреспондент Артур Старостин. Температурный график теплоснабжения в течение 1,5 месяца придерживался 80 градусов выше 0. Экстремальные холода особо тревожны для операторов квартальных котельных, которые обеспечивают теплом несколько жилых домов. Нынче зима какой-то странный. Декабрь, январь – это сплошные минус 50 градусов мороза. Я такую зиму еще не встречал в своей жизни. Сегодня наконец-то на улице потеплело. Минус 44-46 градусов. Можно выдохнуть. В зимнее время котельные проработали в штатном режиме. Никаких сбоев у агрегатов теплоснабжений, слава богу, не было. А вот некоторые кварталы сталкивались с кое-какими проблемами. Например, в домах квартала энергетиков
нас зимой нет холодной воды, а некоторые аварийные дома из-за холода сливали воду из отопительных систем. Отсутствие холодной воды скорее это не проблема. Жители этого квартала давно привыкли к такому. Чтобы остудить горячую воду, они часто используют снег. И когда нам срочно нужно воду остудить, мы набираем снег и выливаем, тогда она быстрее охлаждается, чем ждать несколько часов, когда она просто сама будет стоять так. В частности, по холодной воде, которая нагревается, это квартал энергетиков с котельной ПМК. Ну, там вопрос стоит давно, и эта проблема производится из-за неправильной наладки системы отопления внутри домов. У жилищно-коммунального хозяйства Мигино-Кангаласского филиала 8 квартальных котельных. Недавно подключились к теплу новые многоквартирные дома большой котельной «Холбос», которые снабжают теплом более 20 жилых домов. В предстоящем будущем ЖКХ будет обеспечивать теплом еще 3 жилых многоквартирок Нижнего Бестяха. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. В Хандаге с 77-летием со дня снятия блокады Ленинграда поздравили защитницу города-героя Любовь Калабину. Сегодня она единственная из оставшихся в Тампонском районе боевых ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году ей исполняется 99 лет. Среди наград медаль за оборону Ленинграда. На войну она попала в 19 лет, служила зенитчицей. С праздником ветерана поздравили глава поселка, председатель поселкового совета ветеранов и учащиеся Хандагской средней школы. Известный амгинский кинорежиссер Дмитрий Давыдов снимает очередной фильм на своей родине. В эти дни съемочная бригада в полном составе работает над фильмом с рабочим названием «Эдерсас». На съемки приглашены артисты Саха-театра и Амгинского народного театра. За техническую же часть отвечают как молодые профессионалы, так и те, кто вместе с Дмитрием еще с первого его фильма. Киноленту планируют завершить в апреле этого года. История маленько легкая, то есть не такая тяжелая, как мои ранние фильмы. История про мужчину 40 лет, который возвращается обратно в деревню спустя 20 лет городской жизни. А приехав в деревню, он понимает, что деревня уже стала другой. Фильм будет готов в апреле этого года, но если фильм получится, то, скорее всего, будет какой-то фестивальный период. Ну, посмотрим. Возможно, это либо конец этого года, либо 22 года. Глава Якутии подведет итоги месяца в эфире телеканалов «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня в передаче «Якутия вперед» руководитель региона расскажет о ходе вакцинации от COVID-19, переходе государственных услуг в онлайн-формат. Также глава затронет вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством региона. Начало программы в эфире «Якутия-24» в 20:30, на телеканале НВК «Саха» в 20:15 по якутскому времени. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.